Ледовый дворец, расположенный на территории стадиона «Олимпийский», практически подходит к завершению строительства. Для представителей СМИ провели экскурсию. Журналисты воочию могли наблюдать уже о выполненных строительных работах Ледового дворца. Здесь будет и хоккей, и фигурное катание, и даже планируются игры по шорт-треку. Тренировочный каток и основная арена уже готовы к работе. Установлены трибуны, телевизионные экраны, мощные вентиляционные системы, звуковые колонки. Этот каток непростой. Он может трансформироваться и превращаться, к примеру, в баскетбольную и волейбольную площадку. В будущем планируется закупить для этого паркет. А сейчас осталось только залить лед и снять чехлы с мягких кресел, говорит Сергей Мельников. Увеличили количество посадочных мест в 2 раза. А увеличили, это не просто увеличить количество табуретов. Фактически увеличился строительный объем здания, увеличилась мощность и более дорогостоящее оборудование технологическое, начиная от вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения. Ну, я могу прямо уж сказать, фактически концепция изменилась и задание на проектирование было изменено. То есть другой совсем объект. Я не могу сказать, что он в 2 раза крупнее. Вот нельзя тут просто количество зрительных мест увеличилось, и объект стал в 2 раза крупнее. Нет, конечно, он не стал в 2 раза крупнее. Но на 30% строительный объем здания он однозначно увеличится. Соответственно, он потянул за собой увеличение технологического оборудования, соответственно, и стоимости. Поэтому стоимость была определена проектом сразу. Около 1 600 000 000, если до копейки интересует. И эта стоимость, она сохранена. Для горожан были созданы самые комфортные условия. Это не только мягкие удобные кресла, но и 2 кафе, окна которых выходят прямо на ледовую арену. Болельщики смогут и оттуда наблюдать за ходом игр. Кроме того, обустроены раздевалки, душевые комнаты, покрытие пола соответствует всем мерам безопасности. Влагостойкое и пожаробезопасное. Установлены самые мощные охладительные системы. Гигантский кондиционер, да? Ну да, в какой-то мере, да. Можно упрощенно так сказать. Но поверьте, все это, вот посмотрите только количество труб, которые выходят туда, сколько там еще. То есть сложнейшие системы, все это надо обслуживать. Пусконаладка вся, в принципе, выполнена, но вот это все обслуживать, я говорю. Сколько человек должно обслуживать вообще такой дворец? Сколько человек должно обслуживать? На сегодняшний день, вот по нашим, так скажем, мы, как всегда, самые эффективные, аналогичные дворцы в других регионах, мы изучали опыт, порядка 200 человек штатная численность. Мы на сегодняшний день пока, вот, так скажем, оптимизировались и выполняя все требования, где-то около 100 человек. Все работы по восстановлению парапета Ледового дворца, который обвалился недавно под тяжестью снега, завершены. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорит министр спорта Чувашии. Погода пошла уже в плюс в резкий, и пошли подвижки масс. Генподрядчик принял решение людей не ставить на вот это крыло, на котором мы сейчас находимся, с целью того, что мог быть несчастный случай, и он был бы, естественно. Было согласовано с нами, мы сказали, да, рисковать жизнью и здоровьем людей ни в коем случае нельзя. И надеялись, что все-таки не будет сползания дальнейшего, либо подморозят. Этого не произошло, к сожалению. День был солнечный, подтаяло капитально. Если бы, конечно, были люди, без жертв не обошлось. Осталось только дождаться весны и обустроить прилегающую территорию стадиона, залить асфальт, поставить новое ограждение. До завершения окончательных работ осталось 2 месяца. На сегодняшний день, вот по моей оценке, по оценке Минстроя, здесь вот представитель стройконтроля, это РУКС Чувашской Республики, который контролирует ход строительства. Мы оценивали уже со всех сторон. Реальный срок ввода объекта, полноценного в соответствии со всеми нормами требований законодательства, это конец мая, начало июня текущего года. То есть фактически на полгода раньше контрактного срока.
Современное многофункциональное спортивное сооружение рассчитано на 7500 посадочных мест. Это в 2 раза больше, чем на других стадионах Чебоксар. Скоро и будет известно название Ледового дворца. Анастасия Никитина, Екатерина Янгалайкова. «Жизнь столицы». В администрации города прошло совещание территориального общественного самоуправления и советов многоквартирных домов по реализации системы капитального ремонта в городе, где говорили о ходе выполнения краткосрочного плана реализации республиканской программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Она рассчитана на 30 лет. С января все больше стало поступать жалоб от жителей, что они должны дополнительно платить деньги за капремонт. Когда в декабре и январе люди начали получать квитанции, в действительности они просто не знали о том, что происходит, откуда взялись эти квитанции. Они не видели договоров. То есть мы говорим о том, что о пассивности людей. Они каждый сам должен понимать, что в дом, в котором они живут, это их собственность. Они должны понимать о том, что только путем вкладывания денежных средств можно постоянно поддерживать эти дома в порядке. У нас идет текущий ремонт, который своевременно делается. Сейчас как раз деньги, которые придут на капитальный ремонт, по тем заявкам, которые будут согласованы, можно приводить какие-то все дома в полный порядок. Еще с декабря прошлого года жители Чувашии начали оплачивать не только жилищно-коммунальные услуги, но и капремонт своего дома. А с января оплата выросла до 5 рублей 50 копеек за квадратный метр. Многие жители были в недоумении, за что они должны столько платить из своего кошелька. И, конечно, я человек уже и в советское время жила. Мы собирали на капитальный ремонт, и эти деньги безвозвратно ушли. Сейчас, может быть, и хорошее дело, но вы еще пока ничем себя не зарекомендовали. Вот даже вы как не просто директор уже, а уже генеральный директор. Какая зарплата у вас? Деньги мы платим, а мы даже ничем не обосновали. Вы, вернее, ничем не обосновали то, что действительно 30 лет пройдет. У нас дом поставлен на капитальный ремонт по фундаменту только через 30 лет. В 1943 году кончается программа. Как я могу уверена быть, что вы что-то мне дадите моему дому? Некоторые принесли с собой квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на то, что обязанность оплачивать взнос на капремонт прописана в федеральном законе, также в жилищном кодексе схема накопления средств по-прежнему вызывает у чебоксарцев вопросы. Уважаемые представители Министерства ЖКХ Чувашии, на каком основании вы не регулировались деятельности своей именно принятыми верховными законодательными актами? Соответствие, стало быть, прежними принятыми и сохранившимися обязательствами. И Верховный суд Чувашии не имеет права выкинуть или опрокинуть решение суда первой инстанции. Это вымученное детище, ребята. Оно говорит о том, администрации городов не исполнили прежние обязательства по сдаче будущим собственникам МГД под капитальным ремонтом. Подписанные договоры вы можете отнести как в администрации городов и районов республики, которые к вам ближе. И также мы обсуждали этот вопрос с руководителями управляющих компаний по городу Чебоксары. Приниматься будут данные договора нашими управляющими компаниями. Жильцы многоквартирных домов обязаны производить оплату в фонд капитального ремонта. Эта программа работает во всех регионах страны. Платить за капремонт будут все собственники квартир. Собственники многоквартирных домов обязаны были принять решение о выборе способа формирования капитального ремонта либо на специальный счет, либо на счет регионального оператора. Понимая важность поставленной задачи перед собственниками многоквартирных домов, управляющая компания постоянно поставила себе цель разъяснить собственникам многоквартирных домов о важности этого мероприятия. В рамках поставленных задач велась постоянная разъяснительная работа советами многоквартирных домов и с их председателями. Для более подробного разъяснения привлекался работник Министерства Минстроя Чувашской Республики. Цель программы капитального ремонта – улучшение потребительских характеристик многоквартирных домов, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания. Эта программа была принята постановлением Кабинета министров
Чувашской Республики еще 14 марта 2014 году. В целом по республике работы по капитальному ремонту будут выполнены на сумму 244 миллиона рублей. Чувашский государственный университет в последний день зимы традиционно провел День открытых дверей. Подобное мероприятие проводится 2 раза в год. По традиции на него пришло много будущих абитуриентов и их родителей. Во Дворце культуры они встретились с руководством университета, членами приемной комиссии и преподавателями факультетов. Ознакомились с правилами приема, направлениями подготовки и специальностями. В этом году организаторы праздника постарались удивить гостей. Так каждый мог получить буклет и поучаствовать в разных интерактивных конкурсах. Сегодня у нас была выставка робототехники здесь для абитуриентов. Был стенд нашего спортивного клуба. Каждый имел возможность посостязаться с нашей чемпионкой Игнатьевой Олесей. Также представлен проект «Умный дом» и разработка веб-приложений для телефонов. Ну и вообще в целом, я думаю, каждый абитуриент мог узнать о том направлении, которое его интересует, получить ответы на вопросы, которые возникают, как сдавать ЕГЭ, в какие сроки, куда можно поступить, где находится приемная комиссия. На все эти вопросы ответили сотрудники нашей приемной комиссии и факультетов. Абитуриенты с удовольствием делились со своими планами на будущее. Так Мария Арсентьева, ученица 11 класса 36-й общеобразовательной школы, рассказала, что хотела бы поступить на историко-географический факультет. Она давно интересуется историей, поэтому мечтает связать свою жизнь именно с этим предметом. Причем выбор она сделала сама. Это мой личный выбор. Родители вообще как-то хотели, чтобы я была либо хирургом, либо кем-то еще, но я к истории склоняюсь. Были и те, которые еще не определились с выбором факультета и, возможно, своей будущей профессией. Как известно, многие школьники не сразу определяются, в какой вуз они будут поступать. Как правило, документы подают в несколько высших учебных заведений или же на несколько факультетов. Так, Милена Михайлова, ученица 11 класса гимназии номер 46, пока стоит перед выбором, с каким факультетом определиться. Но она точно знает, что останется и будет учиться в Чувашской республике. Ориентировочно либо на иностранных языков, либо на журналистику, либо на экономику. Интересны гуманитарные предметы больше. Мне нравится обществознание, я его сдаю, русский и английский. На встрече с абитуриентами лучшие студенты вуза рассказали новичкам о сложностях поступления и секретах успешной учебы. Они поделились своими историями о студенческой жизни, пожелали ребятам хорошо сдать единый государственный экзамен и не ошибиться в выборе университета. В принципе, мы об этом не жалеем, мы не жалели никогда. И даже, наверное, скажу больше, несмотря на то, что мы учимся вроде бы уже немало, с каждым годом что-то все равно новое в университете появляется, и мы в этом плане тоже в какой-то степени, не знаю, удивляемся чему-то новому. И даже для нас, вроде бы, я уже учусь уже 3-й год, но все равно что-то новое каждый год я вижу, встречаю, и это, я думаю, такой очень хороший плюс, наверное, любого вуза, который тоже, наверное, нужно учитывать при выборе нормального такого классического вуза. А так, что можно сказать, хочется лишь, наверное, вам, как будущим абитуриентам, пожелать успехов во всем, успехов на экзаменах. И я думаю, мы все, и в том числе Андрей Юрьевич, будут рады вас видеть 1 сентября 2015 года уже в качестве не абитуриентов, а уже в качестве полноправных студентов Чувашского государственного университета. В своем выступлении ректор Чувашского государственного университета Александров Юрий Андреевич рассказал о том, что вуз старается воспитывать личностей. Он делает все, чтобы жизнь студентов была яркой и запоминающейся. В итоге ректор поблагодарил присутствующих и выразил надежду, что со многими будущими абитуриентами он будет рад встретиться в новом учебном году. Мне кажется, что мы, по крайней мере, стараемся делать все для того, чтобы наши дети, наши студенты здесь и получали хорошие знания, формировали компетенции и жили полно, живо и радостно. Ждем вас в нашем замечательном университете. В СОЖ номер 7 города Чебоксары прошел чемпионат и первенство Чувашской республики по тайскому боксу среди 6 возрастных и 30 весовых категорий. В нем участвовали спортсмены, представлявшие спортивные школы тайского бокса города Чебоксары, а также Ишлей, Марпасада, других районов Чувашии и республики Мариэл. Соревнования проходили в 3 этапа. 27 февраля участники прошли взвешивание, 28 состоялись основные бои, 1 марта за призовые места боролись сильнейшие. Главный судья соревнований Александр Осипов отметил, что интерес к данному виду спорта у молодежи растет. Массовость, соответственно, уже растет, видно, много клубов открылось и в Чебоксарах, соответственно, уже 3 клуба работают. Это в Северо-Западном районе, в Новоюжном районе и Юго-Западном, центральная базовая.
Федерации тайского бокса. Среди самых юных участников возрастной категории 10-11 лет своей волей к победе запомнился ученик 48-й Чебоксарской общеобразовательной школы Олег Орлов, занимающийся восточными единоборствами уже 3-й год. За это время он неплохо овладел техникой и тактикой ведения боя. Соперник был не так уж сложный. Его легко было обхитрить. Главное в бою – это обхитрить его и двигаться. Когда двигаешься, меньше устаешь. Всегда, когда бьешь, надо сначала ногами, потом руками. И потом всякие приемы. В финале Олег встретился с Никитой Самакаевым, которому в упорном бою уступил по набранным баллам. На родине тайского бокса, в Таиланде, женщин никогда не допускали к рингу, считая, что женщины забирают силы бойца муай-тай. Однако ситуация изменилась в 90-х годах 20 века. Именно с этого времени на ринге стали выступать представительницы слабого пола. В Чувашии женское движение в тайском боксе началось несколько лет назад. Теперь и девочки, тренируясь наравне с мальчишками, показывают хорошие результаты. Перспективными спортсменками являются воспитанницы Чебоксарской школы тайского бокса 13-летняя Диана Камалединова и Настя Васильева. Давние соперницы встретились в финале, и Диана нокаутом смогла одолеть Анастасию. На них равняется и 11-летняя Екатерина Петрова из Маринско-Посадского района. Она занимается тайским боксом уже 3-й год. В предварительных боях она показала себя очень целеустремленной, также продемонстрировала хорошую технику и сумела добиться несколько побед. В финале же Катя по набранным очкам выиграла свою соперницу, получив медаль и кубок Чувашии. Я очень рада, что победила. Мне не так уж трудно было с ней драться. Не знаю, это хорошо. Я счастлива. На соревнованиях дают кубки, медали. Мне нравится этот вид спорта. Главной целью таких соревнований является популяризация тайского бокса в Чувашской республике, вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и ведение здорового образа жизни, что и доказали наши спортсмены. По итогам соревнований в весовой категории до 57 кг первое место занял Николаев Артем. В категории до 60 кг первое место заняли Челябинск Спартак и Павел Ильин. Среди участников старше 18 лет победителями стали Богданов Илья и Ермолаев Сергей. Именно они являются примером для начинающих спортсменов. Победители первенства Чувашии отправятся на всероссийские соревнования, где будут представлять нашу республику. Чуваш республикин вереню, тада шамрыксен политикин министерстве, Чуваш наци конгрессе, тада вереню институте ергеленебе, Чуваш верендегенсен республикари ослылық конкурсы итре. Ку конкурса екі жылда бірре пулдаруллызине тупса балырдас, тыванжелге учителесін профессине тивешлі хақпарас тілевбе ергелеші. Ускавраха люмбек конкурс торах ученертре, вот и бегунда кашки жил худшинны, вот вунваттым шулдан же худшина и марамер, и гибенде вун билигим шулда, кергунне булзаек деген пулас конкурс вали, и бег шиндеру жезем жираппет. Паллах ша конкурсын положение до районда хойзень, хушинже, учительзем хушинже, конкурсы не тюрмеле булна. Чичи вейлене суйлаза, шубашкара, перенвада ямалла булна. Меньше конкурс министерство шайнже. Республика шайынче, да, Чуваш наци конгресса шайынче бұл зайытмеле. Анчата хышпыр район зейінче, Чуваш литературу учителзен бешлеген методисем, шақ конкурсыне иртермен берги, кымылдываган учителзен анча худшынны берги, кыштахинде беришак тоғыр конкурсан хушинче, кыштах хавшакрахиземде гор, вызем тюрех корына шық бурзалара канзене, үтті предметсен бүгінде бұл учитель года бұл берет. Учитель года пөден предметсен, үтті предметсен ученаще. А Чувашский литературу учитель шат конкурса ученца хозяин булдарлых не гадармала. Тван самага, тван чекине, тюнче нешики яндрактармала. Республика шайынжи деген амурдура верендегенсен бір-бірінбе Чуваш тілхине тәрлі меслетпе веренде себе. Сывай лемлі галас себе. Халық юрине, ташыне, оста юрласа ташласа баныбе. Чуваш халық түнне кыдартма білнебе. Оста урок кыдарда себе мырлыш. Чуваш халық юнчер живенче, барынар дарегенче, эльмен сценарияленче, юратса чымырганда чечупа, хыбакна жеңгенче, чуп уегенде женче, вызывда сими скучного, хербиге журавныде. Кашный урок, пелюще лукуще, кашный замах, чон-чонаха, школ закинчи, тюрех шутларым,
верендигин пуладыбах. Шубашкарды херхвишем шкулда верендегене Светлана Тяхмусовна неменле конкурста хоратмас екен. Волгунда чуна батнеде, войхала батнеде, тада тынеде изегилне. Ашнигунах конкурса бутшинат пар, ажазене бутшиндарат пар, хамма бутшинат пар. Біріш, те бірішпе майлашынса бычы. Умлышын бычы. Я даласа ша конкурса хадырленеп, тесе хадырленмейн. Вахучит немай, ишсем хадыр ленсе житріште, конкурса бутшинастерім. Уява келнесене саламлама, веренюбе наука ісченесен профсоюзын ердюші Зинаида Степанова. Чаваш челхибе литературыне верендегенсен ассоциациян ердюші ЧНК президиумын пайдажы Геронтий Никифоров, тада Пулдарулла Азамат эстрада ушка не житне. Тюрезем теплендишкерзе педемлетних ищен, Чаваш республикинче таванчельхи верендеген, чиматур учитель яда, Шухазан беги Эльвира Ширкишензе ильче. Вол конкурсра чину майбал пухма булдарчы. Шендерюжа Чаваш республикин вереню тада шамрыксен политикин министерствен дипломне, тада компьютер техникин сертификатны илметивешле булчы. Унын кыжал мускавра, чугу юхенде деген таванчельхине верендегенсен Россия конкурсне худшунма девет. Иге бенде ванултым шулдавара республика честне Россия шайынче хюделеген Шубашкар хулын херхвишем шкулен Чаваш челхи верендегене Светлана Тяхмусова буля. Сюжета ЧНК пресс-службин ердюши Зоя Яковлева хадерлене.